Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. В условиях санкций предприятиям Якутии помогут совершить опережающие закупки продуктов первой необходимости. Эпидобстановка нормализуется. В районах будут работать врачи республиканских больниц. В Ленске завершился чемпионат республики по мини-футболу. Сборная какого района стала сильнейшей? Предприятиям Якутии в условиях санкций помогут совершить опережающие закупки продуктов первой необходимости. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев на совещании по продовольственной безопасности и поддержке субъектов малого и среднего бизнеса. Так, предприниматели получат дополнительную налоговую поддержку, а предприятиям помогут осуществить опережающий закуп продуктов, в том числе муки и сахара. В частности, из бюджета республики оптовикам субсидируют часть процентной ставки по кредитам. Прекращаются плановые и внеплановые проверки бизнеса, в том числе связанные с коронавирусом. Кроме того, решат вопросы, связанные с транспортной логистикой. Мы рассмотрели вопросы по механизмам финансирования малого и среднего предпринимательства, в том числе с помощью Алмаз-Аргенбанка и с помощью фонда предпринимательства. Те механизмы, которые приняты, мы сегодня определяем приоритеты, механизмы финансирования и в том числе конкретные параметры, которые мы должны решить в ближайшее время. Кроме того, Айсен Николаев поручил правительству пересмотреть подходы работы в условиях новых ограничений. Мы должны полностью поменять подходы к планированию своей текущей деятельности. В условиях новых ограничений тектонические изменения происходят не только в реальном секторе экономики, но и в социальной сфере, которая также требует серьезной перезагрузки, подчеркнул глава Якутии. Для поддержания стабильного функционирования отраслей экономики и соцсферы региональный Кабмин должен принять эффективные решения, направленные на поддержку каждой конкретной отрасли. Дополнительно 100 миллионов рублей выделили на авиаперевозки из арктических районов. Таким образом, в этом году обеспечение по госпрограмме развития транспортного комплекса Якутии увеличено на общую сумму 1 миллиард 600 миллионов рублей. Порядка 1 миллиарда 100 миллионов рублей будет направят на поддержку региональных предприятий воздушного транспорта. Кроме того, субсидии на сумму более 31 миллиона направят на возмещение затрат по уплате платежей по договорам лизинга автобусов, приобретаемых для межмуниципальных маршрутов. Запасы продовольствия и цены на необходимые товары обсудили на совещании в администрации района в Алекминске. Подробности в сюжете Елены Фаст. Встреча с предпринимателями Алекминского района позволила четче определить приоритеты. На сегодня это достаточное количество запаса необходимых продуктов и грамотная ценовая политика. Насколько будет удорожание продукции, насколько эта продукция будет обеспечена. Наш житель в полном объеме, то есть та потребительская корзина и те продукты питания, к которым он привык, и сможет ли он их купить в полном объеме, который он покупал раньше. Соответственно, здесь те, кто у нас сегодня присутствовал, заверили, что продукция в том объеме, в котором она и ранее завозилась, что ее будет достаточно до периода открытия навигации. Предприниматели отметили, рост цен идет от производителя. Соответственно, раньше или позже это скажется на исходнике. Цены уже начали расти. Мы вынуждены корректировать их ввиду очень большого роста на некоторые виды продуктов питания. Коррекция идет с учетом незначительным. Еще раз повторюсь, вот на совещании я сказал, что основной рост цен мы увидим, скорее всего, в июне месяце. Алекминский район имеет свою специфику в логистике. Это значит, формирование запасов должно производиться заранее. На сегодня запасы есть. Ажиотажный спрос пока такой явно не наблюдается. По поводу запасов основных продуктов питания мы говорим о крупе, муке, какой-то консервации, молока. Внутри моего предприятия тревог я никаких не вижу. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.
Далее к эпидобстановке. 415 человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки. Из них в Якутске 96 заболевших. В Мирнинском районе 43, в Мегино-Кангаласском 39, в Алданском 36, в Вилюйском 20 случаев, в Нерюнгринском и Сунтарском районах по 14 случаев заражения. Еще в 19 районах заболели ковидом от 2 до 13 человек. За последние сутки госпитализировано 28 человек. В стационарах получают лечение 11,5% больных. В амбулаторных условиях 88%. Выздоровели 524 человека. Стационары для пациентов с коронавирусом, открытые при поликлиниках республики, будут закрыты. Об этом сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. Свернуты практически все стационары, кроме коек экстренной помощи и стационаров специализированной Якутской республиканской клинической больницы. Сейчас мы возвращаемся к формату работы, когда основную нагрузку берет ЯРКБ, сказала она в ходе брифинга. Таким образом, поликлиники возвращаются к оказанию плановой помощи гражданам. Кроме того, в марте в районах Якутии будут работать врачи республиканских больниц. Связано это также со стабильной эпидситуацией по коронавирусу. Таким образом, возобновили выезды мобильных бригад республиканских врачей узкого профиля в районы. Например, сегодня в Ивено-Бытантайский улус вылетела бригада педиатров республиканской больницы номер 1. Бригада ведущих специалистов педиатрического центра будет работать в Оленёкском и Венкийском национальном районе. А детский хирург, детский уролог, андролог, эндокринолог, невролог, травматолог-ортопед, врач УЗИ сердца, УЗИ органов брюшной полости и детский гинеколог будут работать в Алаиховском улусе. В год матери, объявленные главой республики в Национальном центре медицины, в торжественной обстановке выписали тройню. 3 девочки у семьи Александра и Виктории Авдышевых из Алаиховского улуса родились в конце прошлого года с весом 1 килограмм. Благодаря врачам и современному оборудованию перинатальный центр сегодня может вынашивать детей даже с критически низкой массой тела. Новорожденные девочки Амелия, Велена и Милана окрепли, весят по 3 килограмма, чувствуют себя хорошо и, наконец-то, отправляются домой. В торжественной обстановке родителей тройни поздравила министр труда и соцразвития региона Елена Волкова, представители Алаиховского района, родные и близкие. Поддержка родных очень важна в это время. Поддерживали 24/7. Моя мама, мои родные, мой муж, самый близкий человек. Вот вспоминаю, даже вот слезы уже наворачиваются. Главное, что все хорошо. Да, сейчас все хорошо, все отлично. Сейчас уже выписываемся. Должны были, по идее, выписаться в пятницу, но немножко поменяли дату выписки. Они похожи друг на друга? Да, они однояйцевые близнецы, но я их отличаю. Ну, потому что в весе немножко разница есть с интервалом 200 грамм. К другим темам в Нерюнгри с февраля ведут работы по механизированной снегоочистке дорог. Основной объем работ уже выполнен, и большинство улиц города очищены от снега. Но дорожные службы не намерены расслабляться. Зимний период самый сложный для специалистов, обслуживающих дорогу. И несмотря на то, что по календарю уже наступила весна, снегоочистные работы будут продолжаться по мере необходимости. Кроме механизированной очистки проезжей части, тротуаров и внутриквартальных проездов, распределяют противогололедные материалы и вывозят снег в специализированные места складирования. В работах заняты более 10 технических средств. Погрузчики, грейдера, самосвалы для вывоза снега, также маленькие бобкеты, это для очистки внутриквартальных проездов. У нас 2 подрядчика по автомобильным дорогам. У нас акционерное общество «Дорожник», по внутриквартальным проездам ООО «Трансплюс». Ежедневно специалисты производят объезды по городу и распределяют технику на очистку. В завершении о спорте. Чемпионат республики по мини-футболу стал самым зрелищным и волнительным событием в Ленске. Трибуны спортивного зала «Карат» взрывались то бурными аплодисментами, радостными криками, то возгласами разочарования. Накануне в финальной игре встретились сильнейшие соперники – сборная Ленского и Усть-Алданского районов. Кто стал чемпионом, знает Анна Кожевникова. То, что ленская сборная выйдет вперед, сомнений ни у кого не вызывало. Самым горячим матчем стал финальный. Первый тайм прошел в жесткой атаке с обоих сторон. Но на табло счет остался 0-0.
Очень сильно болею. Как не болеть-то? Наш город, наш Ленский район, надо выигрывать, побеждать. Ну, молодцы, пацаны, что? Тяжеловато, конечно. Но в остальном вообще прекрасно, молодцы. Нужен гол. Будет победа. Финальная игра, пожалуй, самая напряженная. На поле две сильнейшие команды Ленского и Усть-Алданского района. Первых 2 гола забили команда гостей, после чего хозяева поля решили взять реванш и практически один за другим забили 3 гола. Авторами голов стали Владимир Потапов, капитан команды Вадим Юшинов, и победный 3-й гол забил Олег Кислица. Усть-Алданцам не помогло и то, что они сняли вратаря перед окончанием матча. Конечно, радостно, положительно все. Чемпионат домашний, родные стены помогли, болельщики помогли. Думаю, на высоком уровне провели чемпионат республики в Ленске. Только положительные эмоции. Болельщики от этой игры на грани были в восторге. Сказать, что напряженно, это вообще ничего, по-моему, не сказать. Игра была очень сильная, насыщенная игра была. 2 очень серьезных соперника встретились сегодня на этой площадке. И это было видно по игре. Те, ну как бы сказать, недочеты, которые были в первом периоде, я думаю, что сумела собраться наша команда, сумела сорганизоваться, маленько перестроили свою игру и пришли поэтому к победе. Итак, победный Олимп возглавила Ленская сборная. 2-е место Усть-Алданцы, а 3-я команда Северо-Восточного федерального университета. Денежные сертификаты в размере 300, 200 и 100 тысяч рублей были приятным бонусом. Денежный приз в размере 10 тысяч рублей. Ну, это впервые в чемпионате республики такое. Ну, приятно. Помимо этого, кубки и денежные сертификаты в размере 20 тысяч рублей получили лучшие футболисты. Лучшим игроком признан Вадим Юшинов, капитан Ленской сборной. Лучшим нападающим Вячеслав Ярославцев из Миринского района. Лучшим защитником Юлустан Пестеряков, Усть-Алданская сборная. Лучшим вратарем назван Василий Лыткин из Усть-Алдана. А лучшим бомбардировщиком ленчанин Владимир Потапов, который забил 14 голов в этом чемпионате. В целом все прошло на высоком организационном уровне, за что хочется выразить благодарность Ленскому району, спорткомитету Ленского района. Команды, 9 команд приехало. В принципе, уровень команд примерно одинаковый, что подтверждается напряженными матчами. Практически во всех матчах игра шла до последней секунды. Также было разыграно 6 путевок на Игры народов республики, которые пройдут в Барагонцах в июле. Туда поедут сборные Ленского, Усть-Алданского, Мирнинского, Мегино-Кангаласского районов, города Якутска и Северо-Восточного федерального университета. Ну а мы пожелаем всем удачи. А болеть, конечно, будем за Ленскую сборную. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. К этой минуте это вся информация. Оставайтесь с нами.